В этом году исполняется 155 лет первому профессиональному абхазскому художнику, сценографу, историку искусства Александру Шервашидзе Чачпе. Мы очень надеемся, что вместе с Национальной картинной галереей, где хранятся его работы, мы сможем сделать здесь, в Центральном выставочном зале, большую ретроспективную выставку его работ. С именем Шервашидзе Чачпе связывают очень многие новаторские идеи в изобразительном и сценическом искусстве в начале XX века. Дягилев, известный во всем мире как создатель русских балетов, легендарных русских сезонов, начинал свою деятельность и знакомил западного зрителя с русским искусством с художественных выставок. И на одной из таких выставок в начале века в Париже была представлена работа, одна из самых известных работ Александра Шервашидзе, которая хранится в Национальной картинной галерее. Это автопортрет 1906 года. Условно, в биографии Шервашидзе можно разделить первый и второй парижский период. И в 1890-х годах по совету своего педагога Поленова он уезжает в Париж для того, чтобы продолжить свою учебу. Уезжает он к известному парижскому художнику в его студию Фернану Кармону. Во-первых, Кармон был очень лоялен к выходцам из России, так как они не знали французского языка, но тем не менее его это не смущало. Поэтому многие художники, Борисов Мусатов, Максимилиан Волошин, они тоже работали в мастерской Кармона. Во-вторых, Кармон был учителем очень известных художников. На то время уже это был и Тулуз-Лаутрек, и Ван Гог работал в ателье Кармона. И Шервашидзе больше всего привлекало еще то, что сама манера преподавания Кармона, она была приближена к академической. И, конечно, Александр Шервашидзе остается в Париже и несколько лет работает у Фернана Кармона. Это замечательно в его биографии период. Он очень тесно общается с художниками мира искусства. И как раз в эти годы Дягилев замышляет свою одну из самых масштабных выставок, которая останется в истории изобразительного искусства не только как событие в художественной жизни, но и как очень важное событие в такой общественной, культурной жизни. Для того, чтобы понять автопортрет художника, нам всегда важно понять, что происходило в жизни Александра Шервашидзе в этот период. На самом деле, 5-е и 6-е годы, когда он участвует в выставках и представляет свой автопортрет, это очень важные, судьбоносные для него годы. Во-первых, в 1905 году он встречает Екатерину Падалку, очаровательную девушку, которая приезжает из Петербурга в Париж для того, чтобы продолжить учебу. Их знакомство совершенно недолго длилось, он делает ей предложение руки и сердца, и они поженились. И в этом же году он напишет портрет Екатерины Падалки, который остался в его наследии как портрет жены. В этом же году он получает предложение от Дягилева участвовать в большой выставке русского искусства в Париже. Здесь надо, наверное, рассказать подробнее о том, что значила эта выставка и для русского искусства, и для участников, и для организаторов. На выставке русского искусства в Париже в 10 залах было представлено более 30 древних икон. Были представлены работы художников Общества мира искусства, работы Сомова, Бенуа, Волошина, Шервашидзе. После того, как Дягилев провел эти выставки, он окончательно убедился в том, что знакомить западного зрителя с русской культурой, несомненно, надо продолжать. И как раз это было вот его началом такой масштабной деятельности. А что Александру Шервашидзе принес этот автопортрет? На выставке
где он участвовал вместе с работами других художников, своих друзей и коллег, автопортрет сразу обратил на себя внимание. За автопортрет 1906 года и портрет жены Александра Шервашидзе включили членом-корреспондентом в Национальное общество. Таким судьбоносным был этот год. У Александра Шервашидзе в этот период все складывается более чем хорошо. Его приглашают на выставки. Он завершает свое обучение в студии Кармон. Ему кажется, что он останется в Париже навсегда. Но в это время он получает приглашение. Его зовут в Петербург для того, чтобы выступить художником для второй картины «Фауста». Он принимает это решение, он соглашается, уезжает в Петербург, как ему кажется, навсегда. Конечно, когда художник пишет автопортрет, это его период в жизни, когда он обращается сам к себе, когда у него появляется масса вопросов. Сам портрет Шервашидзе, он очень приближен к его такой художественной концепции, в нем очень сильное авторское начало. Удивительно то, что художник совершенно сознательно лишает себя всяких атрибутов, тех, которые обычно создают художники для своих автопортретов. Мы не видим здесь ни холстов, мы не видим ни мастерской. Он совершенно сознательно уходит от всего лишнего. И вообще его жизнь, связанная с очень частыми переездами, сделала так, что он был не привязан к предметному миру. То есть он не пишет свой автопортрет, он, конечно, пишет такую вот автобиографическую повесть о себе. И мы видим тонкие, благородные черты человека, который над суетой, над проблемами жизни, которых у Александра Шервашидзе в жизни было более чем достаточно. Вообще надо обратить внимание на то, что Александр Шервашидзе не считал себя никогда портретистом. И те портреты, которые остались в его наследии, это портреты людей, которых он знал лично, или те, с которыми его сводила жизнь. Мы видим портреты Будковской, Екатерины Падалки, отца Будковского, Мэри Шервашидзе, балерины Софьи Крайн. Это все люди, которых он сам знал. То есть все, что касается каких-то вымышленных персонажей или исторических личностей, или общественных деятелей, это все он оставил для театра. Александр Шервашидзе еще выступает как искусствовед. Его комментарии к выставкам, его исследования, они, конечно, заслуживают отдельного внимания. И очень большое внимание он уделял разности французского и русского искусства. О выставке, организованной Дягилевым в начале XX века, Александр Шервашидзе, искусствовед, напишет: «Я уверен, выставка русского художества в Париже, несмотря на ее неизбежную полноту, дает весьма ценный материал для оценок, сравнений и переоценок. Можно охватить наглядно период не только 10-15 последних лет. Один период в ней московский, другой петербургский. Я думаю, русское искусство шло чрезвычайно спокойно и ровной дорогой, в то время как французское переживало бури, разбивало старых богов, жгло корабли и создавало новые и новые формы. Русское искусство, стоя все время особняком от всего Запада, переживало маленькие местные бури, не участвуя в широкой художественной жизни». Выставка, которую организовал великий импресарио Дягилев, она стала событием не только в художественной жизни Парижа, она стала событием мировой культурной жизни. И уже через 100 лет в Русском музее состоялась выставка работ тех художников, которые 100 лет назад открыли для парижан русское искусство. До сих пор эти художники вдохновляют своими новаторскими идеями, своей жизненной позицией и своим пониманием большого художественного процесса, который они создавали и в котором они участвовали. А исследования Александра Константиновича и сегодня представляют интерес и удивляют тем, как он точно предопределил изобразительное искусство XX века.
Пусть искусство свободно растет, идет туда, куда ему нужно, черпает то, что ему нужно. Натурализм, экспрессионизм, импрессионизм, символизм и все тем направлением, которым нет названия. Все должно жить, ибо все в ошибках, преувеличениях и неудачах, в торжестве угнетающей посредственности и бездарности. Во всем этом совершается жизнь искусства. Какое оно будет, мы не знаем, но верим в неиссякаемую силу жизни. И если во время этого пути живопись умрет, то не потому, что она пошла по скользкой дороге.